Штаб Татар – это уникальное место, расположенное в самом центре Москвы, которое объединяет как молодежь татар, так и людей более старшего поколения в одном месте. Оно напоминает нам о нашей маленькой родине. Это место, где собираются люди по интересам, совершенно из разных профессий, разных областей, из науки, политики, медицины, военнослужащие и многие-многие другие люди. Переехав год назад в Москву, очень большой период времени я не мог найти себе подходящую компанию, и на Сабантуе я познакомился с людьми и узнал о штабе татар Москвы. Таким образом начал посещать мероприятия. Первое мероприятие, которое посетил от штаба, это была мафия, татар-мафия. Соответственно, там познакомился с ребятами, расширил свой круг общения. Очень позитивные мероприятия проводит штаб татар, периодические выезды. К сожалению, не все пока получается посещать, но в целом штаб очень прогрессирует, проводит очень много хороших мероприятий, выезды в детские дома, помогают нуждающимся, проводят какие-то мероприятия, которые помогают людям познакомиться, сплотиться, таким образом расширив свой круг общения. Я в штабе. Я, что называется, дома. Конечно, у каждого человека есть свой дом, свой угол, где его ждет семья, есть работа, где его ждут сотрудники. Он либо начальник, суровый, бровью приподнятой вверх, либо он подчиненный, который вынужден, стиснув зубы, выполнять распоряжения. Человек, который может симпатичен, может быть, нет. Но здесь дом, здесь штаб. Отсидев положенное количество часов в офисе, побывав на мероприятиях, сказав любимой жене и детям «я скоро вернусь», человек приходит к себе домой, в штаб. Здесь нет различий. Неважно, кто ты, генерал, полковник, таксист или просто начинающий, овеянный мечтами, вдохновленный мечтами студент. Здесь все равны, здесь все друг друга уважают. И, допустим, если человек позволяет себе сквернословить вне стен этого дома, войдя сюда, у него язык не повернется, потому что атмосфера не располагает к тому, чтобы кому-то говорить грубости, а тем более говорить грубые слова. Вернемся к штабу. Я ветеран штаба уже более 20 лет. Не скрою, мне нравится сюда ходить. И всякий приход сюда – это праздник. Можно, конечно, собраться с друзьями в ресторане, юбилей, день рождения, 5-10 человек. Можно пригласить друга на кухню, обсудить насущные проблемы и политику, не боюсь этого слова. Но это 2, это 5, это 10, максимум 15 человек на каком-нибудь выездном летнем мероприятии. Здесь же собираются десятки, иногда сотня человек, которые свободно общаются на любые темы. Согласитесь, что это не 10, не 15 человек. Здесь завязываются дружбы, партнерские дружбы в том числе. Здесь люди налаживают бизнес. Здесь молодые люди строят себе семьи. Перефразируя Владимира Владимировича Маяковского в стихотворении «Юноша, обдумывающий житье, делай бы жизнь с кого», я скажу так. Молодой татарский человек, который говорит хорошо и без акцента, и не важно, как он говорит. Главное, что он чувствует татарином. Придя в этот штаб, он увидит немалое количество хорошо воспитанных, готовых к семье, готовых к развитию, готовых реализовать в том числе свои планы, молодых, юных, замечательно красивых татарок. И именно здесь стоит, как мне кажется, выбирать свою будущую судьбу, подбирать обручальные кольца для ЗАГСа, но не в ночных клубах, не на улицах. Ведь глупо подойти в метро и сказать: девушка, вы мне нравитесь, давайте с вами поженимся. Здесь человек раскрывается полностью. Да, здесь не пьют, здесь не курят. Все эти, назовем так, человеческие слабости, а человек слаб и склонен к соблазнам, они остаются там. А кто-то приходит без этих вредных привычек. Потому что здесь всегда душевная и, я бы сказал, высокодуховная атмосфера.
Ведь замечательно спеть татарские песни, посмеяться, провести вечер в кругу друзей. И это не обязаловка, это место, куда манит и тянет. Я здесь познакомилась со многими людьми. Реально тут знакомиться, найти друзей — это очень для каждого полезно, можно сказать, особенно для тех, кто приезжает, например, в Москву. Нет друзей, да, некуда сходить, особенно для молодежи. И можно прийти в штаб, познакомиться, а потом можно даже скомпонироваться, пойти в какие-то татарские мероприятия. Мы сегодня были в Нижгородчае и пришли после праздника сюда. И тут атмосфера такая душевная, теплая, как-то все по-домашнему, уютно. Спасибо, что есть, спасибо штабу, что есть такое место в Москве. И я уже хожу в штаб, на самом деле, достаточно долго, наверное. Сюда меня пригласил года 2-3 назад мой хороший знакомый. И когда я пришла в штаб первый раз, мне на самом деле сразу понравился штаб, потому что были люди добродушные, как-то все просто. Можно подойти, познакомиться, о чем-то поговорить. Кто где работает, кто кому может быть полезен. Штаб безге бит тауши. Мин беренчелеп бу штабка өз ел тамы назад келген идем. Бик күп монда кишләр белән таныштык. Бик йылы прием. Берсе яхшы сүзләр ишетеп торасың. Бик тә яхшы монда, бик тә әйбәт. Бу штаб турында бик күп әйтәсе килә. Бик күп кишләр бирә, известныйлар, знаменитослар да килә. Рәхмәт персонально Рустам Файзовичка, что ештыра яшьләрне бүген бу актуальный тема, яшьләрне ештырырга, чтоб молодежь бергә булсын. Без Пенза өлкәсендә иң зур татар авылы Россия җирләрендә Уртайлазан әйтелә, ошча инде Атян село Средняя Лиза. Анда да ишетеп торалар, күреп торалар, и без дә телебез Мәскәүдә дә шул Пензенский, Уртайлазан татарларын бергә ештырып, чтоб тагы да инде сплощенный булырга. Рәхмәт Рустам Файзовичка. Мне очень здесь нравится, здесь домашняя, уютная обстановка, здесь сюда приходят разные люди, здесь проходит много разных мероприятий, здесь можно познакомиться, пообщаться с людьми, приходят писатели, журналисты, музыканты, рассказывают о своей жизни, делятся своими впечатлениями. Очень рад оказаться здесь, в штабе. Домашняя уютная обстановка, атмосфера. Все общаются с тобой, как будто бы ты уже знаешь друг друга давно уже. Спасибо большое, что есть такая возможность очутиться в таком замечательном месте, как штаб Татар Москвы. Зовут меня Фатехов Дамир Шукатович. В штаб я стал ходить примерно с конца ноября 2019 года. Мне тут нравится сама обстановка, что тут именно такой культурный слой людей и разных возрастов. Вот, и как бы очень много можно найти людей для круга общения, разных интересов, то есть как бы и с которыми можно обсуждать разные темы и узнавать что-то новое. И именно мне нравится идея штаба, именно чтобы поддерживать общность татар, развитие вот языка, там, культуры, чтобы люди знакомились друг с другом. Вот я, к примеру, вот не женат, тоже, и в принципе одна из целей тоже, что может быть тут нечаянно с кем-то познакомиться, как бы вот в такой, нормальной атмосфере, то есть потому что люди все тут хорошие, адекватные, то есть интеллигентные, поэтому с разными, разными профессиями, то есть есть и врачи, есть и инженеры, то есть и историки. Как друг друга приветствуют разные народности. Кто-то говорит «Ола» в Испании, кто-то говорит другие приветственные речи, но мы знаем их много приветствий. Татарская хозяйка, скажу в шутку, говорит «И», что в переводе означает «Смотрите, кто пришел, мы вам рады». И здесь, в штабе, людям всегда рады. Человек плохой, со скрытыми негативными мыслями, как мне кажется, с этими мыслями здесь расстается. Человек хороший окажется среди своих.
Я люблю штаб, надеюсь, штаб любит меня. И счастлив тот, кому зеленый свет в этот дом. Но здесь нет членских билетов, здесь нет клубной карты. Любой уважающий себя татарин и любой ищущий сообщников, единомышленников, соотечественников, в конце концов, может прийти в себя и обрести искомое. Приходите в штаб.